Мы так прямо поедем на свадьбу? Да, поедем. Но мне надо переодеться, нет? Да, ну переоденешься. Ну а где? Эрик, ты знаешь, что на ингушских свадьбах жених и невеста находятся не вместе? А как же? Ну, сейчас увидишь, сам приедем. Кстати, для тебя будет задание. Какая? Надо будет поехать забрать невесту. Ага, окей. Родственники тебе все покажут и расскажут. Ну что ж, на этом мне надо ненадолго расстаться с Мустафой. Свадьбы в Ингушетии очень необычные. Вы наверняка не видели в своей жизни ничего похожего. И дело здесь не в одежде или блюдах. Ну, сами все увидите. Меня будет сопровождать брат Мустафы. И слава богу, на самом деле, как говорят, то, что мы увидим, очень мало походит на наше представление о свадьбе. А сейчас почему вы взрослые люди, то есть старики впереди? Почему? Сейчас старики сначала поехали, они сейчас должны поговорить с их стариками, познакомиться поближе, выявить, какие умственные родственные связи у них. А ты сейчас только что сказал очень интересные вещи. Мы раньше, ну я так понял, что раньше свадьба длится 2-3 дня, а это уже не так. Почему? Раньше было как? Раньше не было такого транспорта, не было, да? И люди из родственников всей Ингушетии, кто не успел первый день, то приезжали на второй день, на третий день. И поэтому родственники, они были готовы встретить гостей. Вот неженатый друг у нас, одной из целей такого визита является это, он ищет себе будущую невесту. Сам женат? Да, женат. Ты не был бы женат, мы тебе хорошую невесту нашли, ты бы стал бы настоящим галгаем потом. Ну да. Сейчас это очень важный такой обычай, это сейчас уже как и мусульманский обычай, что вот стоит мулла, первый мулла подходит, он спрашивает у нее, согласна она выйти замуж за нашего друга, да? Это как в ЗАГСе, но это по мусульманским обычаям, да? Понятно. И все, она дает свое согласие, полголоса дает согласие, ну как скромная ингушская галга девушка. Как только мы поедем обратно туда, как только муж даст свое согласие, они уже по обычаям, значит, по религиозному считаются уже законом мужем и женой. Один родственник со стороны матери жениха, один родственник со стороны отца жениха, тоже они являются как бы свидетелями этого торжества. Брать за руку невесту могут только очень близкий родственник жениха. Окей. Да, вот он сейчас ее проводит до машины. На свадьбе не должно быть никого из родственников невесты. И кроме того, мать невесты, будущая теща, больше никогда в жизни не увидит своего зятя. Никоим образом. Даже позвонить ему не может. Многим понравилась бы эта традиция. Никогда больше не видеть тещи. И не слышать. А что означает вот эта гонка, которая сейчас? Вот кто приедет во двор жениха, вот прям следующей машиной за машиной, в которой едет невеста, тому жених должен угостить как-то барашком, позвать в горы. Вот мы сейчас находимся в мемориале, башня Согласия. Здесь это сейчас новая традиция. Каждый свадебный кортеж останавливается здесь на 5-10 минут. Показывают как бы невестки, вот эту часть нашей истории, чтобы они знали. Сначала построили башню, башня Согласия, памятник герою времен Великой Отечественной войны. Последний защитник Брестской крепости. Здравствуйте. Обычно на ингушских свадьбах очень много гостей, да, бывает там с России там, или за границей. Вот им показать вот часть истории. Вот, там. 3 памятника, это 3 совершенно разных события в истории Ингушетии.
Да, и еще одна маленькая деталь. Встречая невесту, свекровь осыпает ее лепестками роз, чтобы ее жизнь была такой же прекрасной, как эти цветы. Он теперь передает муж уже невесту. Сейчас проводит невесту до того места, где она должна стоять. Бедная. В то время как все веселятся, она стоит в стороне. Ей нельзя ни выпить, ни поесть, но таковы обычаи. А почему здесь невеста одна? В любом доме, где приходит невеста, невесте отводится отдельное место. Вот она стоит одна, туда подходят все родственники, все, кто хочет познакомиться с ней, кто сфотографироваться. Ну, она только с женщинами должна общаться, а мужчины там нету. Есть близкие родственники, братья, двоюродные братья, они могут подойти, поговорить, познакомиться. Но есть еще такой красивый обычай. Невеста молчит, ничего не говорит. Вот, чтобы она что-то сказала, надо заплатить. Да? И тем самым она показывает, насколько она будет покорной, насколько она будет терпеливой по жизни дальше, в семье. Ясно, ясно. Хорошая традиция. Bueno, como vieron, ya dijo спасибо. Ну, я хочу сделать тост и желаю тебе самое хорошее, самое доброе, и что для тебя ты с своей женой будет самое лучшее. И я хотел тебе сделать как подарок. У меня нету физический подарок, но у меня кое-что есть для тебя. Ладно, ребята. Рассказано. Ай-яй-яй. Раз. 1, 2, 3. Probando. 1, 2, 3. Vlimania. Maestro. Bueno. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Мустафа, спасибо тебе большое, это было великолепно. Но все-таки что такое Галгай? Галгай в переводе означает ингуш. Как ты думаешь, ты смог стать ингушом? Ну, я думаю, что нет, потому что это на родиться, да? Ну, а ты не хочешь стать мексиканцем? Я думаю, что нет. Лучше мы с тобой останемся ингуш и мексиканец. Ну ладно, хорошо. Хорошие друзья. Ладно. Я думаю, что эти ингушские традиции очень помогают показать, кто хозяин в доме. А насчет того, чтобы не видеть тещу, есть о чем задуматься. Спасибо. Все.